Отсутствие подходящих вакансий – основная проблема при трудоустройстве инвалидов в Мирнинском районе. Сегодня в Алмазном крае проживает более 2500 людей с инвалидностью, из них трудоспособного возраста почти 1400 человек. Но несмотря на трудности, в Центре занятости ведут активную работу. Тему продолжит Марианна Кутукова. Трудовая деятельность для человека – важная часть жизни. Это не только способ обеспечить свое существование, но и возможность реализации своих талантов и способностей. Работа позволяет человеку быть полноценной частью современного общества. В основном в поисках работы, конечно, к нам обращаются люди, которые могут осуществлять трудовую деятельность. Это инвалиды второй и третьей группы. Но, к сожалению, мы не всегда можем трудоустроить наших инвалидов, поскольку работодатели не всегда предъявляют требования, которым соответствуют наши инвалиды. Работодатели часто отказываются принимать на работу инвалидов. К примеру, в Мирнинском районе за первое полугодие этого года трудоустроено всего 9 человек. Это связано с лишними затратами, психологическими особенностями, а также с необходимостью лечения. То, что данная категория граждан слабые и немощные – самое распространенное заблуждение. Те предприятия, которые взяли на работу людей с ограниченными физическими возможностями, нисколько не пожалели. У нас работают люди и в институте Кутнепроалмаз, и в компании Акала Роса, в пенсионном управлении. И они действительно очень ответственные, работодатель их ценит и уважает. Яркий пример – Николай Мамышев. Когда-то он работал на опасном производстве. В результате несчастного случая серьезно повредил спину, и ему пришлось уйти с работы. Получив третью группу инвалидности, не опустил руки и начал налаживать новую жизнь. Через Центр занятости попал в детско-юношескую спортивную школу тренером по дзюдо и самбо. По такому направлению, как дзюдо, у нас не было предложений. Мы обратились в Центр занятости, они нам направили Николая Владимировича на собеседование. Месяц мы за ним наблюдали, он нам очень понравился. С детьми работает хорошо, программу выполняет, поэтому никаких проблем, я считаю, у него со здоровьем нет практически. Тренировки у меня проходят 6 раз в неделю, утром, в обед и вечером. 6 часов последняя тренировка. По здоровью есть ограничения. Какие-то приемы я не могу показать, сложные самые, а простые все делаю. Ответственные и трудолюбивые – так характеризуют их коллеги. Жалеть себя такие люди не привыкли. Чтобы доказать, что они ничем не хуже других, работе отдаются с удвоенной энергией. И окружающие это ценят. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.